Каждый год 1 октября празднуется День пожилого человека. Все в этот день поздравляют своих родных. А как же наши ученики поздравляют своих бабушек и дедушек? В эти осенние дни, накануне Дня уважения и мудрости, в нашем Центре детского творчества прошли интересные мероприятия, акции для граждан старшего поколения. Наши воспитанники активно участвовали в акции «Подарить цветок». Девочки и мальчики дарили цветы бабушкам и дедушкам, которые приводили своих внуков на занятия. Также поздравляли своих родных дома. Как вы празднуете этот праздник в своей семье? Ну, мы его, конечно же, празднуем, потому что я живу с бабушкой и дедушкой, и обычно в этот день бабушка готовит всякие выпечки, и к ним приходят гости, чтобы поздравить их. В преддверии Дня пожилых людей воспитанники каждого объединения готовили своими руками подарки для родных. Украшения из бисера, вязаные салфеточки, тюбетейки, нарисованные портреты своих бабушек и дедушек, видео поздравлений и многое другое. Дети с удовольствием и любовью делали подарки. Как ты относишься к этому празднику? Привет! Я очень хорошо отношусь к этому празднику и думаю, это повод навестить наших бабушек и дедушек, порадовать их и не забывать о них. В фойе центра нашими педагогами были организованы разные фотозоны, где люди серебряного возраста с удовольствием фотографировались и уходили в воспоминания в 70-е и 80-е годы. На первом этаже бесплатно велась консультация врачей. Дедушки и бабушки могли проходить флюорографию без очереди. Также была организована подписка на местные и республиканские газеты и журналы. А на сцене нашего центра блистал наш ансамбль «Гульдар». Никакой концерт в нашем городе не проходит без выступления наших звездочек. Конечно же, в этот день выступали и сами ветераны труда. Звучали любимые песни прошлых лет, произведения, которые сегодня также актуальны. Вот так интересно проводят этот праздник наши ученики. Для горы новостей Паскидов Сергей и Юсупов Ралиф. До новых встреч!